Всем привет! Вот моя новая сумка, такая классненькая, очень, кстати, удобная. Оп, магнит. Где магнит? Вот магнит. Помните сумку эту? Мы приехали на почту, здесь подземный паркинг, я вылезти не могу, здесь места мало, и, короче, я решила Дага ждать в машине, он пойдет на почту, там пошлет чек денежный в одну компанию. Вот, и знаете, смотрю я тоже некоторых людей, блогеров, и даже были у меня знакомые, с которыми я лично общалась. И знаете, много чего я не понимаю, и именно конкретно, когда идут в магазин, показывают, и когда, вот особенно с детьми, и ребенок что-то хочет, и, ну, и вроде бы, знаете, достаток нормальный. Там не то, что женщина там одна с ребенком, это муж, все, семья. Достаток вроде нормальный. Это не богатые, но и не бедные. И когда вот не то, что когда дети просят какие-то сладости, а вот именно когда что-то такое, и говорят, это дорого, это я не могу купить, а вот это я тебе куплю, а это там тебе не надо. Вот знаете, я скажу вам, я такого не понимаю. И я вот и сегодня хочу поговорить видео об экономии. Вы многие будете, наверное, не согласны со мной, но я вам расскажу конкретно про себя. Экономлю ли я вообще, как я отношусь к экономии. И это очень интересная тема на самом деле, потому что все мы, кто, особенно выходцы из СССР, мы любим экономить, мы любим покупать все со скидками, и это не есть всегда хорошо. Да-да-да. Ну, во-первых, кто бы что ни говорил, а энергетика, в том числе денежная энергетика, она работает. И когда вы будете всегда экономить, когда вы будете всегда гоняться за скидками и покупать всегда самое дешевое со скидкой, вы никогда не разбогатеете. Энергия денег, она такая, что деньги любят деньги. Если вы покупаете, допустим, даже не всегда дорогие товары, ну давайте возьмем, например, косметика. Если вы всегда гоняетесь за скидкой и хотите купить подешевле, это понять можно. Я ни в коем случае никого не осуждаю. У нас у всех мышление разное, ум, интеллект разный, также денежная ситуация разная, доход разный. Сниму я очки, как-то мне темно здесь. И знаете, когда вот вы, допустим, покупаете всегда дешевую косметику со скидкой, да, и у вас нету ничего дорогого. Я считаю, что нужно купить хотя бы пару вещей люксового сегмента. Почему я так считаю? Если вы будете всегда покупать дешевые вещи, то вы всегда останетесь вот на таком уровне. Купила ты помаду за $50, и знаете, когда ты деньги, даже бывают последние деньги, но тебе очень хочется эту помаду, и она дорого для тебя, но ты все равно покупаешь, деньги вот каким-то волшебным образом приходит к тебе. То есть ты вкладываешься, понимаете, как это работает, энергетика, когда ты вкладываешь деньги в большее, оно к тебе и возвращается, и приходит. Если ты не вкладываешь деньги или какие-то по мелочи, так оно у тебя все время и крутится. То есть деньги, большие деньги притягиваются к большим, а маленькие к маленьким. На эту тему можно снять отдельное видео, но я это проверила на себе. И знаете, действительно, как только я начала покупать что-то подороже, что-то более дорогого сегмента, деньги начали ко мне приходить извне. Даже бывало, что очень я удивлялась, насколько вот эта энергетика работает. Знаете, как-то раньше я даже практиковала такие вещи, когда типа на деньги, на удачу. Кто верит, кто не верит. Я сейчас этим не занимаюсь, и в это особо сейчас так сильно не верю, но раньше, когда мне, конечно, хотелось, чтобы у меня и доход был больше, я была одна, и когда у меня не было мужа, допустим, мне было тяжело, я даже иногда писала бумажечки, и там нужно было писать специальную фразу, ты кладешь эту бумажку определенного цвета какого-то, я уже не помню, ты кладешь эту бумажку в кошелек свой и забываешь. И знаете что? Вот хотите верьте, хотите нет, это все сбылось. Я писала, что я хочу, когда у меня было, когда еще была не замужем,
И потом я уже познакомилась со своим будущим мужем. Это был третий муж. Я писала: "Я хочу, чтобы у меня было $5000". Я вот так написала и положила в кошелек. Там как-то надо специально фразу писать, я не могу сейчас вам об этом рассказать, но вот это все сбылось. Потом я писала, что я хочу дом. И тоже я писала, да, что я хочу дом, свой собственный дом, и я ложила в кошелек. Ну, в общем, вот эта энергетика, она все работает. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас были деньги, видите, казалось бы, это наоборот. Если вы хотите, чтобы у вас было больше денег, вы должны сэкономить. Но нет. Если вы хотите, чтобы у вас было больше денег, не надо экономить на всем. Я не говорю, что вообще не надо экономить. Нужно как-то рационально подходить к трате денег, но сильно экономить не надо. Вот это вот такое притяжение денег. Вот если вы знаете на эту тему, поделитесь в комментариях. И я это заметила, и действительно эта вот энергетика, она именно так работает. На чем я вообще не экономлю и считаю, что на этом, ну, лично для меня, для нашей семьи экономить не следует, это, конечно, на своем здоровье. И, конечно, то, что мы едим, это очень напрямую влияет на наше здоровье. Я в этом тоже убедилась, это проверено на собственном опыте. Дешевые продукты, некачественные, с консервантами, с красителями, со всеми этими химикатами, неорганическая еда, она приводит очень часто к заболеваниям. И я лучше переплачу деньги и заплачу за хорошие продукты, чем я буду тратить эти же деньги на лекарства, на лечение. Особенно, когда ты живешь в Америке, к этому вопросу подходишь очень щепетильно, потому что медицина здесь дорогая, и здесь лучше предотвратить заболевания, и лучше питаться нормально, быть здоровым, чем потом ходить к врачам и, знаете, скупой платит дважды. Вот эта поговорка вот просто, она работает, особенно если это касается здоровья и продуктов питания. Открою, жарко. Вот, поэтому на питании, на продуктах мы не экономим, я не экономлю. Так, мы никогда, кстати, не экономил. И, кстати, знаете, меня этому научил в какой-то степени мой муж американец. Я когда приехала в Америку, я вижу, он покупает действительно себе очень дорогие продукты. И как-то что-то там второй день, даже еда какая-то, и он выкидывает, все выкидывает, а я ему говорю, а я, знаете, со своим вот этим совковским менталитетом, когда я дитя СССР, когда эпоха дефицита, да и вообще жили мы по-разному, и было время, когда мы даже голодали, да. И знаете, я смотрю на это, я не понимаю, а он говорит, мой желудок это не мусорка, я лучше выкину эту еду в мусорку, чем я это плохое себе закину в желудок. То есть на здоровье, на питании он не экономил, и он приучил меня. И он всегда только за, когда мы покупаем хорошие продукты, мы питаемся дорого. Я вам уже записывала ролик, сколько у нас уходит на продукты, но тем не менее, знаете, я на этом не экономлю. Я раньше очень любила смотреть всегда скидки. Вот если скидка, все. Скидка, крышу сносит у нас у женщин, и мы покупаем даже то, что нам не нужно, по скидке. Почему-то это купила. Но это же было на такой скидке, как это можно было не купить. Сейчас я так не делаю. Если я вижу какую-то скидку, если я вижу, что товар этот мне необходим, если я вижу, что он нормального качества, если я вижу, что срок годности нормальный, тогда я только покупаю. Но если я вижу, что товар какой-то там левый, знаете, нехорошего качества, хоть он и будет стоить дешево, я никогда не куплю сейчас. И вот раньше тоже, что касается косметики, я тоже старалась покупать и косметику такую, знаете, если я пойду в магазин, я куплю косметику, чтобы это была недорогая косметика, что мне и так сойдет, я и так красивая. Но теперь я покупаю только дорогую косметику в основном. Но по хорошим скидкам. Опять-таки, я подписалась на Ipsy, мне эта очень компания нравится, и мне присылают хорошую косметику по хорошей скидке, по хорошей цене. Но, тем не менее, я все равно придерживаюсь того, что я буду покупать себе только качественный продукт, хорошие торговые бренды и придерживаюсь качества. То есть я не покупаю сейчас дешевую такую косметику, я покупаю косметику хорошую, дорогую, но со скидкой. Это тоже умный ход. Что касается одежды, секонд-хенд, вот это все. Если я вижу в секонд-хенде какую-то вещь, которая, допустим, стоит $25, но это хороший бренд, эта вещь прямо супер на мне, я куплю. Я куплю, и
я не буду говорить, что это дорого, это для секонд-хенда дорого. Если мне вещь действительно понравилась, то я ее куплю. Вот буквально недавно, на днях, был случай. Я захожу в винтажный магазин, и я вижу сумку Брахмин за $75. Это не дешевая цена для винтажного магазина, вообще для секонда, для винтажа. И, ну, сумку Брахмин я находила даже в секонде на вес, там буквально за $1. Я продала тоже все сумки. Я купила эту сумку, это была новая сумка, $75, но я в нее вложилась. Это сумка из натуральной кожи, потому что я знаю, что это хорошее вложение, и я всегда смогу ее продать. Я ее смогу всегда продать и в 2, и в 3 дорого, и окуплю свою стоимость, то, что я заплатила. Конечно, это не значит, что я трачу бездумно деньги туда, направо-налево. Я подхожу к своему выбору покупки разумно. Я, если знаю, что это окупится, что это будет долго, я могу купить вещь дорого. Если что касается, вот я даже покупала косметику Lancôme. Тоже, ну, во-первых, у меня никогда такой косметики не было. Я хотела попробовать, например, тональный крем я хотела протестировать. И действительно, я не зря потратила деньги, это того стоит. То есть, если вещь стоит того, эту цену я могу купить дорогую вещь.